бүгін Татар информат бұғат үзегінде біз Буа диалог кеңлігінде Буа пространство диалога екінші халықара театраль фестиваліне бағышланған матбуғат конференциясына жиылдық. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня в пресс-центре Татар информ проходит пресс-конференция, посвященная второму международному театральному фестивалю Буа пространство диалога. Наши спикеры Раиль Ильдарулы Садриев, Буа дәулет драма театры сәнғат жетекшісі, директоры, Татарстанның отқазанған артисті. Наиля Гайнуллина, Буа драма театры сәнғат жетекшісінің ярдәмшісі. Хәйрлі күн, исәмісіз хөрмәтле кунаклар. Һәм беренче сорау сезгә булыр. Раиль, бу фестивальның әһәмияте турында сөйләсәгез иде. Расскажите, пожалуйста, об особенностях этого фестиваля. Спасибо. Начнем с того, что Буинск очень маленький город, ведь проживает всего в городе 22 тысячи жителей, в районе 45 тысяч. И в таком маленьком городе создать международный фестиваль, то есть желание создать фестиваль возникло где-то уже лет 5 назад, после посещения во Франции у нас Авиньон. Есть такой театральный небольшое местечко театральное. И вот свой Авиньон такой же озвучили, озвучил Ниязу, Нияз поддержал, начали продумывать. Потом вышли, вот в прошлом году мы пригласили Александра Александровича Вислова. Вислов Сан Саныч, он председатель экспертного совета национальной премии «Золотая маска», театральной премии. Он на 2 дня заручился, говорит, на 2 дня приеду, если повезете в Тетюши, мы его повезли в Тетюши, приехал, остался на 12 дней, стал другом нашего театра, как бы нашего фестиваля, и вот в этом году он уже как бы в составе критиков, возглавляет состав критиков, это 9 человек, 2 из них эксперты «Золотой маски» национальной премии, это Джурова из Санкт-Петербурга и Вислов Сан Саныч, а также из Москвы Банусикевич. Это по поводу критиков. А вообще в создании фестиваля это большое значение. Буинск по своей логистике, по своим расположениям, очень удачное такое расположение, потому что это федеральная трасса, это железнодорожная ветка, мы говорим сталинградская, то есть можно доехать до югов. Это аэропорт международный Казанский, 160 километров, и Ульяновский аэропорт, 80 километров, а также пристань Тетюшский, это 40 километров. Вот такая логистика позволяет проводить международный фестиваль. Ну, если он международный, там, конечно, должны присутствовать зарубежные страны. Это в нашем случае это Азербайджан, Казахстан, Швейцария. У нас должны были быть еще Эстония. Но неопределенность с бюджетом фестиваля создали некоторые трудности, и поэтому эстонцы, мы не смогли им заплатить дорожные расходы, проплатить и часть гонорара, которую они просили. И получается так, что эстонцев на этом фестивале не будет. Швейцария представляет немецкий театр из города Базель. Вот, спектакль будет на немецком языке, должен пройти. А Казахстан представляет 2 театра. Это Актюбинский кукольный театр, знаменитый Алакай, и Алматинский театр, то есть Талдыкурган, Алматинская область, казахский театр. А также будут московские 3 коллектива. Первый коллектив это московский, это Государственный академический театр Российской армии со спектаклем «Омлет». Второй это киношкола московская такая, у нас, по-моему, при Мосфильме. И закрывает фестиваль народный артист России Сергей Витальевич Безруков со спектаклем «Маленький принц» Московского губернского театра. Вот такая география. Помимо этого представлена Удмуртия, город Глазов, театр «Парафраз» Дамир Селимзянова. Чувашия, это Чувашский кукольный театр, Чебоксарский. Мариэль, Национальный театр имени Шкетана. Вот, это соседи наши ближайшие. Татарстан представляет театр Камала, Альметьевский театр со спектаклем «Медея». Это Камал театр на Кильмешек. Также Набережно-Челнинский театр по пьесе Булата Салахова.
Вот, они будут играть в день открытия завтра. А также приглашены Атминский театр, Нижнекамский театр, Татарский театр. Ну, все мы хотим, конечно, и Буинский театр, соответственно, будет показывать кукольный свой спектакль «Балет» на русском языке и спектакль «Урам Сабрыкса». Все коллективы заинтересованы, чтобы посмотрели эксперты «Золотой маски», все эти спектакли просмотрели. Ну, тут есть какие-то сложности. Вот сегодня спикером должен был быть еще и Нияз Игламов. Он сейчас находится на рабочей площадке фестиваля «Рабочая лошадка». Это в Челнах, кукольный фестиваль. Нияз Рауфович не может, не знаю, может даже успеет. И вот два фестиваля одновременно как бы у них заканчиваются, наши начинаются. И некоторые критики, это Диль Давлетшина, Нияз Игламов, Шрайман, они все оттуда приедут из Челнов прямо на наш фестиваль. Официальное открытие нашего фестиваля планируется 20 мая, воскресенье, в 14:00 в Буинске. Дело в том, что мы хотим не только Буинск посредством этого фестиваля как бы обозначить, поднять, какой-то определенный театральный статус придать, какой-то статус этому фестивалю, как-то привлечь внимание театралов, именно вот наш небольшой городок. Мы хотим задействовать все вот заволжскую часть Республики Татарстан. Заволга – это представлено 7 районов. На этот раз на 4 площадках в Апастово, в Кабицах и в Тетюшах будет проходить спектакли нашего фестиваля. Мы сразу переговорили с главами этих районов, они все заинтересованы, они все поддержали, огромное спасибо им. Все задействовано, то есть, ну, основное что, показать май, хороший месяц. В прошлом году мы проводили в марте, это все, конечно, немножко по-другому. Сейчас можно и в Булгары можно через Тетюши как бы показать достопримечательности, которые, допустим, в Апастове есть, в Кабицах, и в Тетюшах, и у нас. Ну, хорошее время. Ну, конечно, татарское гостеприимство, вот на это рассчитываем. Это самый такой атрибут. Ну, что еще в Буинске? Ну, сахар есть у нас. Ну, дадим сахар. Сахар везде есть. Как бы. Нас всегда спрашивают, вот чем будете удивлять? Ну, удивлять, во-первых, вот мы Безрукову пригласили. Вот Сергей Витальевич выискал такой, мы как бы подстроились под него. 24-го озвучили, мы закрытие поставили в этот день. Очень плотный график у него, съемки. И спектакль Высоцкий начинается на следующий день у него, он днем играет. Поэтому он прилетает на один день. Конечно, райдер у него очень такой для нас как бы сложный. И технический райдер, и оркестр должен присутствовать, 40 человек на сцене одновременно. У нас нет такого зала, но спектакль будет на сцене районного дома культуры. Если все это, вот этот фестиваль в дальнейшем заявит о себе как нужный и необходимый, я думаю, у нас будет определенный бюджет и со стороны республиканского правительства, и со стороны Министерства культуры Российской Федерации. Мы там все это озвучили. Мы нашли поддержку в лице Министерства культуры Российской Федерации. Ну, я про Татарстан говорить не буду, Татарстан само собой. В этот году у нас мы без бюджета Москвы, но на следующий год мы хотим, чтобы Москва уже полностью под свое крыло вот этот фестиваль. Как нам заявил Журавский, советник Министерства культуры Российской Федерации, он сказал, фестивалей очень много в России, очень много. Москва и Питер, они живут по другим театральным законам. У них своя тусовка, но я так образно говорю. Остальная вся Россия, это театральная Россия, она немножко как бы обделена. И Москва в основном получает вот эти коллективы, Москва, Питер, нам достается как бы остаточно. Вот и Москва, у них уже лет 10 здесь определенные концепции выработанные. Они хотели проводить фестиваль национальных театров. Но вот когда мы заявились, они, конечно, обсудили, потом, когда мы второй раз к ним приехали, они озвучили, если все пройдет нормально, вот можно застопорить как бы фестиваль межнациональных театров Российской Федерации именно вот в этом в нашем Буинске.
логистика удобная. Именно Россия заинтересована провести свой театр, это национальных театров фестиваль. Если мы попадем, конечно, это будет хороший плюс, не только для Буинска, я думаю, для всего театрального Татарстана, и не только театрального. А так, мы рады тому, что в этом году нам приезжает 23 театра, то есть 22 коллектива, 23 это мы. Но у нас своеобразный фестиваль, мы показываем кукольные спектакли, то есть у нас участвуют в фестивале кукольные театры. Это Набережные Челны, Алакай, Актюбинск, это Чувашский кукольный театр, это наш легендарный Акиет. И у нас свой кукольный спектакль еще. Вот помимо этого есть подростковые, 2 тюза татарстанских представлений, казанский и татарский тюз, также киношкола. И, конечно, взрослый Башкирский академический театр. Вот наш академический театр имени Камала. Из Башкирии, из Уфы 2 театра. Театр Нур и Башдрам имени Кафури, а также Оренбургский театр имени Фейзи. Они в этом году изъявили желание попасть. Отбор проводили Игламов Нияз Раухович и Вислов Сан Саныч. Мы Вислова показывали, отсылали диски. Некоторые спектакли он сам видел. А Нияз уж, он все, по-моему, просмотрел. Те, которые предложили. Мы хотели все татарстанские театры пропустить через этот фестиваль, но потом такой, должен быть определенный критерий, чтобы качество и статус фестиваля как бы был высоким. Сразу задать такой тон, такой статус фестивалю, помимо того, что такие эксперты. Я думаю, участие московских коллективов, зарубежных коллективов, это способствует этому. Спасибо. И вот я вижу, вы принесли с собой изделие. Расскажите, пожалуйста, что это? Наиля Ханым. Добрый день, уважаемые коллеги. Как уже Раиль Ильдарович сказал, наш фестиваль объединен 23 коллектива, и под куполом нашего фестиваля соберутся многие народности. То есть фестиваль имеет такую тенденцию, что мы хотим сплотить творческие коллективы в таком формате, что это будут не только взрослые коллективы, но и детские коллективы. Подарки, конечно, будут и другие, но одним из памятных подарков станут вот такие авторские работы. Эти подарки вот предназначены для детских коллективов, то есть это «Спящий мальчик на Луне», авторская работа Софиуллина Рафика Ариповича, то есть здесь по домыслам. Можете поближе рассмотреть. Ребенок спит на Луне. И для взрослых коллективов театральных вот такая авторская работа по типу маски в греческом стиле. Вот. Это пока прообразы, то есть будет до конца доработано все это. Вам специально для конференции привезли показать. Спасибо. Сейчас перейдем к вопросам коллег. Рахим Тегастроларгас Булса. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Татар-информ, Рузиля Мухаммедова. Раиль, фестиваль былтыр башка төрле атала иде. Бу ниләргә символларыгыз да башка төрле иде. Быел башка төрле атала. Бу фестивальнең үзен эзләвеме менә шушы исем ул уже калачакмы, әллә киләчәктә тагын ниндидер үзгәрешләр булырга мөмкинме? Ну, 90% ничегәдик вероятность бу исем калыр. Чөнки былтыр Идел буа Урал иде. Без инде ул Идел белән Урал кимикләреннән чыктык. Чөнки Казахстан инде Урал белән бәйле булса да, Азербайҗан Идел белән Каспий аша, ну, гомумән чит илләр белән бәйләнешкә кергәч, аннан соң менә бу мин аңлатып киттем бит, Мәдәният министрлыгында Россия Федерациясенең киләчәктә фестивальне алар ничек күрергә телиләр. Шушы бөтен Россияны җыя торган, бөтен Россиянең милли театрларын җыя торган. Бар безнең төрки театрлар, менә Нәүрүз бар, неләрнеке, Монгол театры бар, Угрфин театрларныкы. Алар аерым, бу бөтен театрларны берләштерә торган шундый фестиваль була торган. Идел буа Урал кысаларының арасы бит булмый. Шуңа күрә инде без аны киңлеген зурайттык. Буа инде безнең өчен буа, килгән кеше өчен буа бөтенчәрәк, алар өчен бар город Буинск.
Алар сыйлы буа нәрсе, ол буа, мына шуның тәржімесі, біз енді аңлатып көрсеттім, мен айтам, аның келіп шығысы шынындырдым, буаның, бұл менің фикір. Екатерина әби патша Потемкин белән біздің яқларда болғанда, біз буа бит екінші шәһәр Казаннан соң, бүгінгі Татарстанда екінші шәһәр болып аталған шәһәр буа. Бізде анда бірнеңде буа жоқ, бірнеңде су сақлағыштар жоқ, аның орны қалған болар еді, нәрселер, нелер қалған болар еді. Мында буа ол мен урман исеме. Біздің буада урман болғанда, оғым мен. 30-шы жылларда ғана кесілген, темір жол салғанда көпшілік урман. Мына шол буа болып қалайынды, француз тілінде де, инглиз тілінде де, татар тілінде, орысша да, буинскті өзгертмейміз, но пространство, диалог кеңдіктерінде мансында өзгере алмайсыз. Тағын сұраулар бар ма, коллегалар? Пожалуйста. Айнур Вляхметов, ГТРК Татарстан. За что будут даваться эти подарки? И только это единственные будут подарки или что-то еще будет? Подарков очень много подготовили. Подготовил район, то есть подготовили районы. У Тетюш свой подарок подготовили. У Буинский свой подарок. Это площадки, на которых будет проходить, это главы заинтересованы, то есть районные администрации заинтересованы, чтобы какой-то память о фестивале со стороны Апасовского руководства и Хайбиц. Но помимо этого у нас очень много подарков, атрибутов, всего того. А это вот памятное будет каждому коллективу, в том числе и членам жюри, а также приглашенным гостям будут выдаваться вот такие авторские работы. Помимо этого у нас есть еще дипломы, куча всего. Спасибо. Да, конечно. А это у нас второй, да, уже фестиваль, а первый, в чем отличие от первого у него? Нет, просто по нумерации первый, второй. Первый был всероссийский, второй международный. Мы вот для международного, по-моему, нужно 4 коллектива иностранных, что присутствовали. Но так как у нас, мы заявили сначала с эстонцами, эстонцы в последний момент они как-то сказали, что не получается. Вы понимаете, немножко по-другому в Европе. И получается у нас 3 страны, статус международного от этого не теряем. Как сказал наш несостоявшийся спикер данного мероприятия, Нияз Игламов, он сказал, любой фестиваль это начинает работать только на 5-6 год. Мы работаем 2-й год. Поэтому у нас еще впереди 3-4 года, которые еще, чтобы набраться опыта и более качественно преподнести все это, сделать все это. Мы сейчас вот набираем опыт, команду, все то, что необходимо для данного мероприятия. Спасибо. Газета «Шахри Хозан». Сіз айтқан едіңіз, Эстония театры гонорар аз болу арқасында келе алмады деген едіңіз. Безруковтың гонорары көп ме қатышты? Айтамыз екен. Ой, Безруков қимет. Жамағат, Безруков қимет. Аның қиметлігі өзінің қолына гонорар беруден түгел, ол біз гонорар беруші кішілер біз түгел. Но аны бар шондай техник требованиялар, оркестр болға тиіш. Біз бір оркестр таптық, анда ол инструменттер жетіп бітмей. 45 кіші қойдылар. 45 кішіге үстеме төле, ол кішілеріне шығару, аның шығынлары бірме-бір артты, аның үстіне ол кішілер келелер. Алар ішкен алдан келіп репетиция сырға тиішлер. Алар аннан соң, міне аларын Қазанда өткерек керек бітсін иксін, бірсін Буада өткерек керек. Алар үшін қонақханелер керек, авиабилетлар, барста, түгенде, мұнда. Ашатуны мен бек санамын енді, қадағансында санара керек. Сіз мені сумма кетесін, яқшы. Мен әгер кімдір Безруковты шақырға тілі екен, мен мақсус меймеға кетсіндер, аңлатам, пресс-службасының номерларын берем. Мұнда ішнәсәді, біз Безруковға керек мейміз, ол біздің барлығында білмедер. Но Безруков бізге керек бүгінкінде. Нәрсе үшін, çünkü Безруков кебек сондай калибрный, статусный артистлар, алар бүгін кішкенегіне буа келіп, шушы фестивальны белгілеп кетелер екен. Андан соң Безруков біздің Курчак театрлары һәм тюзлар бойынша президент нейінде тұра. Президент дайрелерінде шында ол көп Шалғы театрына бұлтыр нейдер шында ол ердем көрсетті. Мен алар арқылы Мәскеу бет шушы әбіріне Мәскеуге дейскіре керек. Ол кішілер бірісі Безруков деп ойлаймын мен. Андар біздің келешекте
енді бүтін артистарны шақырамыз деп, шындай калибрны, Мироновты кетіресі келе, Хабенскийні кетіресі келе, мен кімдерді де, мен бұл қазір нәрсе башқа келді, шыны айттым. Әлбәтте, шетелден кетіресі келе. Нендер қарушындай бір дәрежелі абыройлы қонағы болға дейш, енді ол ассоциация бере, мына ел сайын, нендер ассоциация ол. Сіз көрсеңіз, бұл одағы шауқын. Мен Самарадан билеттер алалар бізге. Ульяннан билет алалар, Қазаннан шалтыраталар, Матақтан шалтыраталар, Әлметтен шалтыраталар, неше Безруковқа келіп боламы. Біздің қазір біздің сұраушында, Безруковның тығыз график арқасында ол самолет білен түніне кетсе, кеші Қазаннан. Біздің спектакль сағат 2-ге көше. Әгер де енді ертеңгіре қойтам десе, Мәскеуге әлгірсе, біздің спектакль кешкі сағат 6-ға болашақ. Біз бірінші тапқыр ішлейміз. Мұндай зор йылтыздар білен. Шаң көре әлі маңдай тәжірибе жоқ біздің. Иді журналы. Райлабы жол сұрауында орқын айтым. Омен алғанда фестивальның бюджеті көп ме біріншіден. Анасың билетлер бәялері. Башқа түгі спектакльлерге, һәм Безруковлы спектакльлерге. Мен көрген едім, просто 2 билет алсаң 5000-ге түшәшек деген. Біз енді ол акция формасында қалған билетлерге шындай не кетті. Чүнки кімдер кісіла, анда билеттер көп қалмаған. Анда бекіне, мәмірі аласы келген кішіге шындай мүмкіндік тұдырдық. Бюджетке келгенде, бүгінкінде бюджет, бүгін қазір башлаған ішлер, барсы да спонсорлар хисабына. Барыңызда білесіз, біздің Татарстанда біздің министр алулар ашты, біз шул деп уақытқа тұру келді ол. Кеткен министр біле айрат, мен ол ішпен ішлеп бітірдік шекелденді. Әлі жебәрі бүгінгінде бюджет финанс министрлігінде это. То есть, орысша еткен утверждение. Мені ойлап өзінде болар деп, çünkü Татарстанда бізді қуатлеп көтеріп алмаса, біз кімге керегінде. Бұл кереге бір деп санайым. Шуа бұғаш, бюджеті болар емді. Біз барсы білен сөйлешеміз, бюджет болуға біз білен араларын іздеміз. Но бит орысша такой макалетты бар бит. Назвался груздем, полезая в кузов. Раз назвался, значит, надо провести до конца, уже зачем тогда шуметь. По-любому. Район білуса, биксур, ярдам күшетті район. Жетекші, мұна біздің яңа хаким районда, әлі ешкене команда келді, сондай Марат Азатович. Бұл театр кіші болмаса да, мұны аңлатып, ұқтаға салып, сөйлештік. Барсында шақар әзірлеріне, шақарын әзірлер, бізеклендіру алар, көбе бірінсін алылар. Біздің бет ашылу да бола, ябылу да бола, бүтін нелер зор үттірі бүткеріге есеп. Бүтін райондарын жиып, қатнашқан райондарын жиып, делегацияна 470 кіші. Но мына қонақханаға келгенде, ең мақимы сол, бұғада қонақханаларының саны жетерлік бұл кішілерге. Бізде бір кемпинг бар, үш йылдызлы, енді анар бүтін қонақханалар бар. 7 қонақханағына бөгінде бұғада мына шошы барса да, алар барса да жайланған, удобсылар білен қаршылар қазатырға әзір. Рахмет. Тауын сұраулар. Сүйінбеке журналы. Райла көміне, бұғада сіз енді бұл темаға қоғыла башладығыз, бұға, апас, қайбыш, тәтіш деп айтасыз бет енді оларда халық нешік күтәмі фестиваліне, әзірме алар маңа театр фестивалі бет енді бұға дей сабанты, біз үйренген сабанты түгіл. Yok, o zaman duyan koşulu bitirgen mümkün. Anlasın bir tane orası kadar durur kile. Biraz bu festivalin tüyüne kadar ötkerge durur kile. Bu nelerge gelgende kaymış, bir tane oyunlarga tetiş, apas, minetem, jetekçiler, ben siyaşkende jetekçiler, kalej, bizde ötkere. Bizim şüphereli şitte kaldıydı. Bugün bize eriştirdiler, ne şüphereli kaldı. Nişiktir, her şüphereli, şunda bizim bir kolektifine анда мүмкіндік тұтырға, барып қайтырға, ойнап көрсетірге, ойынларының, спектакліне, шошы программада қатнашы. Андан соң бұл ұшыл төбәкте яшәуші халықны театрға тарту. Біз бұл кукольный театры, балалар театрлары, подростковый театры привозим на фестиваль только из-за того, что, как сказал Сергей Владимирович Михалков, сегодня дети, завтра народ. Эти же дети пойдут. Понимаете, вот, ну, сегодня наше такое какое-то вот время, я бы сказал, что оно театральное вроде бы, надо провести, заставлять надо даже детей, чтобы пройти через этот спектакль, ходить в театр.
Это потом они, конечно, будут благодарить. Понимаете, я собрал коллектив, объяснил, почему дети. Потому что объяснил, я читал книжку такую еврейского автора. Он говорит, почему такие вот великие все композиторы, музыканты, это еврейские национальности в основном? Потому что есть такое понятие еврейская мама. Эти еврейские мамы 8 часов терпят своих детей, пока они мучатся играть на скрипке, на виолончели. Потом из них вырастают Коганы, Спиваковы, Башметы. Это вот терпеливая мать, и вот эта та же система еврейская. Мы забросив все, должны привести детей в театр. Если завтра мы хотим, послезавтра получить нормальных граждан, здоровое общество, или такую погоду в обществе, здоровую погоду, то, конечно, не только в театр, вообще я как театрал говорю, в театр обязательно даже необходимо. Будет хороший бюджет на следующий год, допустим, и далее мы, конечно, сделаем для детей бесплатный вход, доступный вход. Вообще надо, эти фестивали должны проходить люди, которые как бы по пригласительным или за минимальную сумму. Потому что фестивальные спектакли, они сложные для восприятия. Они же показывают качество, уровень развития театра, статус театра, режиссерские работы, игры у актеров. Это не популярные спектакли. Поэтому и Кайбице, и Опастве, Дрожжаной, и Тетюши необходимо, там тот же зритель. Это если мы поднимемся, вот представьте, через 5 лет при хорошей, нормальной работе это фестиваль, ежегодный такой, в Ливане, резонанс. Представляете, через 5 лет какая аудитория будет? Я думаю, будет хорошая аудитория и нормальные люди, которые будут заинтересованы. Каждый год будут ждать, когда фестиваль. Май – это ассоциация с фестивалем. Июнь – это Сабантуй. Вот спасибо. Еще вопрос. Тағын сұрау. Розилия, Райл, буаның неше процент халқы театрға йөрөй? Ул һәр хәлдә 3-5 яки тагында күбрәк һәм тагын бер сорау, бунысын Айла ханымга булыр инде. Күпме билет сатылган барлыгы? Безруковка уже билетлар сатылып беткәнме, калганмы һәм гомумән башка спектакльләргә кайсына күбрәк салынган, кайсына кызыксыну азрак? Йөрү буенча гомумән статистика бар республикада. Театрга йөри бик әз кеше, в основном хатын-кызлар. Шәһәрдә мен әгәр дә 10% йөрисәм, шәһәр халкының мен, наверное, зур проценттыр. 10% дип әйтсәм, зур процент. 2% халык йөри. 2% халык йөри, наверное. Аннан бит бездә шундый бер бар. Бездә буада яшәүче халыкның татарлар беренче урында тора, алар 59%. Икенче урында тора урыслар, аннан соң чуашлар, 4-нче урында азәрбайҗаннар. Менә әле ул җиргән кешенең дә, ул татарларның да бит 59% да килеп утыра дигән сүз түгел. Аларның бик әз процент. Шул концертка йөрүче бер 1,5 кеше бардыр. 2000 булса, ул бик зур цифра. Һәм без урыс халкында, чуаш халкында узалтыр өчен мен дә 5 ел, 5 ел түгел, күптән театр ачылган көндән бирле чуаш коллективларын китереп, урыс коллективларын китереп, мордва коллективларын китереп, урыс телендә дә спектакль уйнатып, менә шушы театрга тамашачыны әкреттен генә кузгалта башлады, герегә өйрәтә башлады. Менә театр бар, киләләр алар. Бит театр это место, где толпа превращается в народ дигән шундый әйтем бар. Менә әкреттен генә шушы без кузгала шикелле. Хотелось бы сказать, что спасибо нашей администрации. Рано они сразу изъявили желание, что многие детские коллективы пойдут и посетят театр. Для Буинска это событие крупного масштаба. И вообще для всех районов это большое событие, поскольку если в Казани есть куда сходить, то Буинск — это театр, как раз-таки то место, которое под своим куполом собирает детские коллективы, подростков и так далее. И не для того, чтобы привить им что-то там современное и так далее, а чтобы привить им любовь к искусству. Поэтому Рано сразу сказала, что мы за. Многие спектакли у нас идут под эгидой того, что эти постановки идут по школьной программе, поэтому можно было бы очень интересно связать как бы свое представление по начитанным уже рассказам через призму того, что ставят здесь на сцене. Например, вот Талдыкырган ставит «Ромео и Джульетта» на казахском языке, и будет очень интересно посмотреть, как все это будет вживую играться на сцене. Билеты на 70% уже раскуплены.
Взрослые спектакли, многие коллективы изъявили желание для того, чтобы попасть, поскольку коллективы разноплановые, постановки тоже разноплановые. Есть моноспектакли, например, азербайджанский ТЮЗ ставит моноспектакль «Записки сумасшедшего» и, Школьная программа по тоже. школьной программе, и билеты уже, в принципе, раскуплены. Мы также решили, что мы районы обижать не будем, а поставим интересные постановки тоже в районах. Поэтому в районах тоже изъявили желание. Администрация города сразу поддержала эту идею, что да, мы не только взращиваем народ, но мы взращиваем будущее поколение именно через любовь к театру. Прививаем им любовь к театру. Ситуация с Безруковым, тут я, извините, перебиваю. Да-да. Ситуация с Безруковым немножко, да, в плане того, что те участники, которые к нам приезжают, участники фестиваля, они тоже изъявили желание попасть на Безрукова. У нас райдер, надо платить определенную сумму, есть расходы определенные. Если проданные билеты, как бы, спектакль не самоокупаемый, билеты по 5000, для Буинска это огромные, ну, я думаю, все равно не каждый может себе позволить, и далеко не каждый. И вот еще где-то половину зала могут занять участники фестиваля. Представляете? Казахи говорят, ну когда еще мы будем на Безрукове? Безруков, куча вопросов вообще по Безрукову. Можно ли будет сфотографироваться в первую очередь? Можно сделать с этим? Звонят определенные издания, ваши коллеги, они говорят, ну как, можно ли взять интервью, можно ли с ним как-то... Вот, я, конечно, направляю все эти вопросы с помощнику, но вот по заполняемости, конечно, Безрукова уже почти... Тот, который мы оставили, места почти все продано. Есть момент, что куда будем сажать тех людей, которые участники фестиваля. Спасибо. Желающих очень много. Их около, вот остающихся, где-то будет около 200 человек. Онлайн-трансляция юпа? Онлайн-трансляция будет, мы переговорим, если Татаринформ изъявит желание. Обсуждается. Да, обсуждается, и мы будем обсуждать, мы этот вопрос вот сейчас только озвучили, что-то мы упустили, думаю, надо переговорить с ними тоже. Даст он добро на это, не даст добро. Съемки отдельный вопрос. Рахмет, Талансраулар. Барман. Еще есть вопросы, коллеги? Если вопросов нет, завершаем нашу пресс-конференцию. Зур рахмет, хурматлы кунаклар келугуз үшін, оңышлар тілейбіз сізге барыңыз. Мен бірге Илане Селом. Вот коллеги ваши, вот все издания, которые там хотят попасть на наш фестиваль, давайте напишите нам или выйдите, мы доступны. У нас есть где обустроить вас, накормить вас, проживание как-то обеспечить. Нам главное, чтобы вы поработали во благо фестиваля, осветили наш фестиваль. Мы в этом заинтересованы. Biz sizni kutib qolamiz. Kunlardan kelasiga eshiklar ochiq. Rahmat etamiz. Да, kunlarga aytdingiz, чтобы гостиницу отдали. Ну, сейчас мы, эта акция, у нас там остались билеты, 5000 на 2 человек. Сейчас сделали. Вот так. Да. Покупают 5000 на 2 человека. Мы продавали сначала 5000 у нас, а эти закончились. Вот те, которые были по 3000, допустим, билеты. Мы их сразу сделали, там, 5000 на 2 человека. Bizga tushirgizlar. Tushirdim. Tushiramiz. Biz olib beramiz. Bu nelar qilsin endi bu? Yo'q, muzlamoqlar qilsin. Menda tushiramiz, bizga tushirsin. Siz nimani qo'yasiz? Da, bitirsin. Iyiraktan alsam ikimizni. Rahmat.
Біздің тегі расчет шебісің. Сен келесің болды ма? Ha? Her şeyi okutasın. Gel okutur kapara. Пожалуйста. Мэни, Наиле. Тауып қоясыз тоже бір әзеге. Бірсіне кімді ол. Мәзіләйсіз келесіміздің 22-ні шақырамен барыңызында фуршет бола, шымды құймәділі концертлар ясымыз емізімді, нелер бола. Яңа министр келген тез біздің біріншіне шылай деп 22-ні бүтін нелерге жеберді кебіз. Журналарға, Татар информда жеберді екен. Бұл жүші не үстінде болмайды, Раиса? Бұл мебелдің тоқтасы үстінде болмайды, ғой? Ол бүтін зиндәтінеген болы, безелген болы бүтін шәрек. Мебел тоқтасында ма? Енді, да. Сұрау берген еді мен демеді, мебел тоқтасы. Не білін, жоқ. Не, осы бір. Сен жоға көріп қатуыз бұл жоға көріп? А, мына другую? На другой, ладно. Раз, так.